Погода в предгорье суровая и переменчивая, но юрта способна укрыть людей от любого каприза природы. От ветра и мороза защищают верхние войлочные ковры. Юрту можно построить за 15 минут. Как наши отцы кочевали всегда и специально использовали юрту, чтобы быстро собирать и быстро построить. Сколько примерно квадратных метров в юрте? Около 25 до 30. Но это прямо малогабаритная квартира. Да, можно сказать так. Кто придумал юрту, неизвестно, но он был гений. Спустя тысячелетия ученые доказали, что круглые сооружения устойчивее и вместительнее, чем четырехугольные. Возможно, построили круглый из-за того, что она держалась в балансе. Как вы знаете, там есть тундук, самая вершина, которая держит баланс в всей юрте. Многие не понимают, чем же юрта так удобна. Да тем, что кирпичный дом каждый раз собирать и разбирать при кочевом образе жизни очень хлопотно. А если серьезно, то юрта вообще классное жилье. Зимой не холодно, летом не жарко, и спится в ней просто волшебно. Створчатые деревянные двери – современный вариант. Раньше были вот такие, тоже из войлока, укрепленного стеблями чия. Это жесткое и прочное растение. Открываются и закрываются они без скрипа и хорошо тепло сохраняют. Для того, чтобы зайти, нужно вот так приподнять? Нет, или обычно днем они закручивали, чтобы дверь всегда была открытая и всегда приветствовали гостей. И все же одними войлочными стенами не согреть такое пространство. Юрту топят. Печка, как и сам дом, мобильная. Сейчас труба выходит наружу через главную часть юрты – тундук. Это отверстие с перекладинами и за устойчивость, и за освещение с вентиляцией отвечает. Тундук открывается снаружи. Это Обычно нужно влезть на крышу юрты? Нет, там специальная веревка, и получается с веревкой просто открывают. От стены до стены я делаю 7 размашистых шагов. И эта юрта считается малышкой. У нас люди всегда спрашивали про комнаты. Почему там только одна комната? И пози тоже делится на 3 части. Самое почетное место называется тыр. Это самое почетное место, где сидели наши деды, самые уважаемые и почетные люди. И смотря с тыра на правую часть, делится на правую часть и левую часть. И это не случайное разделение. Дизайнерами были воины-кочевники, а уж они-то умели, как сейчас говорят, сделать пространство эргономичным. Наши отцы воевали, и было удобно с правой части взять оружие и выйти сразу. Чтобы руку. Да, в правую руку и сразу выйти на бой. Почетное место украшают настенным ковром – тушкиизом. Оскар не знает, почему узоры только по краям изделия. Мол, с замыслом мастерицы не поспоришь. Зато я поняла, в чем секрет. А я знаете, как это вижу? Приходит гость, уважаемый человек. Его усаживают на почетное место напротив тушкииза. Он садится. И оказывается, человек на однотонном фоне в окружении узоров. По-моему, красиво и ничего не отвлекает от лица. И вот так с каждой деталью интерьера. У всего есть практическое применение. Вот свисают с потолка узорчатые шерстяные ремни. Думаете, для красоты или оберег? Нет, защита от ветра. Эти 2 веревки использовались для того, чтобы держать при ветреных погодах. Завязывали большие камни именно посерединке. И они держали баланс, чтобы не перевернуть пози. Эта юрта праздничная. В ней читают эпос Манас. Это настоящая медитация по-кыргызски. Идеальный передвижной дом. Вот бы еще чуть-чуть поменьше и путешествовать с ним. Даже гостиницы не надо. Поставил на берегу моря, в лесу, в горах. И ты в раю. Сидишь себе, загораешь сквозь тундук, дышишь воздухом. Курорт, не выходя из дома.